Сәлем, достар, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? С вами снова я, Юлия Левченко, автор данного канала о том, как легко и просто научиться читать по-казахски. И да, я исправляю свой косяк. В прошлом видео я не озвучила на русский язык, как переводятся все фразы. Я их написала, но не озвучила. Исправлюсь, в этом видео все будет в лучшем виде. Я так надеюсь. Монтировать я, конечно же, тоже скоро научусь, так что вы меня простите. Я еще не волшебница, я еще только учусь. Ну что, сегодня мы с вами снова будем учиться читать слова. Эти слова очень часто будут встречаться в заданиях в любом учебнике по казахскому языку. Итак, начинаем. Первое слово у нас сегодня таңда. 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 Послушай от глагола слушать. Тыңда. Тыңда. Едем дальше. Қайтала. Қайтала. Повтори. Қайтала. Идем дальше. Үлгі бойынша сөйлес. Үлгі бойынша сөйлес. Я написала с ошибкой, сейчас исправлю. Үлгі бойынша сөйлес. Үлгі бойынша сөйлес. Идем дальше. Бұл кім? Бұл кім? Бұл кім? Бұл ата. Бұл ата. Бұл ата. Бұл әже. Бұл әже. Бұл әже. Бұл мұғалім. Бұл мұғалім. Бұл мұғалім. Бұл оқушы. Бұл оқушы. Бұл оқушы. Бұл Юля. Ваша ведущая, хотела сказать я. Ведущая данного видео. Кто я? Хозяйка данного канала? В общем, не знаю. Но ничего. Это никак не повлияет на то, что мы с вами учимся читать по-казахски. Итак, разбираем первое слово. Тыңда. Тыңда. Послушай. Тыңда. Тыңда. Напомню, что буква «ы» — это не русская буква «ы», которая читается широко и твердо. Да-да-да, в казахском языке она тоже читается твердо, я согласна. Но ее как будто бы вообще нет в данном слоге. Мы попробуем произнести слог «т» без буквы «ы». И у нас получится именно то, что нам нужно. Тын, 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 тында, тында, тында. Вот и все. Можете в транскрипции так и записать себе, что ее там нет. Тында, тында. Нужно напомнить, как произносится «н» с хвостиком. Мы кончиком языка тянемся к верхнему небу и, не дотягиваясь до него, произносим обычную русскую букву «н». И у нас получается сонорная буква «н». Либо в помощь вам английский язык и сочетание букв «н» и буквы «g» в слове English. 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 Вот такие дела. Ну что, разобрались? Добавляем слог «да», и у нас получается слово «тыңда». Тыңда. Послушай. Послушай. Тыңда. Разбираем следующее слово. Слово «қайтала». Қайтала. От глагола «қайталау» — повторять. Қайтала. Повтори. Қайтала. Повтори. Снова делим все по слогам, и у нас получается следующее. Қайтала. Қайта. Қайтала. Напомню, как произнести букву «к» с хвостиком. Попробуем с вами просто откашляться через букву «к» обычную, и у нас получится этот самый звук «ка», как в слове «қайтала» или как в слове «қар», что означает снег. Қайтала. Попробовали откашляться? Қайтала.
Кайтала. Вот и все. Кайтала. Идем дальше. Үлгі бойынша сөйлес. Үлгі бойынша сөйлес. Үлгі бойынша сөйлес. Үлгі бойынша сөйлес. Разбираем первое слово в данной фразе. Нам нужно произнести слог «үль». 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 Вот попробуйте еще раз произнести букву «ю» в слове. В каком слове ее нужно произнести? Я забыла. «Ü». «Ü». А в каком слове ее надо произнести? В слове «тюль». Попробуйте в слове «тюль» произнести букву «ю». Она будет звучать как «ü». 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 Получается тюль. «Үль». 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 Тюль. «Үль». Вот этот звук мы и используем, когда видим данную букву «у» немножко по-другому написанную, да? Она у нас звучит как «ü», 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 «үль». И после нее у нас идет буква «л», которая смягчает данное слово. Да-да-да, буква «л» в данном случае все смягчает. У нас получается «үль», «үль», как будто там мягкий знак написан. «Үль». Не «ül», а именно «үль». «Үль-г». 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 Когда мы произносим слог «г», «г», вот эта палочка с точкой практически не произносится. Есть лишь легкий намек на букву. Но я попробую вам еще раз объяснить, как ее произносить. Кончиком языка тянемся к нижним зубкам и на полуулыбке стараемся произнести нечто среднее между буквами «ы» и «и». Но, как вы заметили, очень и очень кратко. И у нас получается вот этот самый звук «о», «о», «а», «үлгі», «үлгі», «үлгі». Разбираем следующее слово в данной фразе. Бойымша. Бойымша. Наверное, я даже вот так сделаю. Бой. Поставлю еще один дефис. Дефис, да, это или тире? Бойымша. Бойымша. Сначала произносим бой, добавляем н. Можно представить, что буквы «ы» здесь нет. И у нас получится боин, 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 боинша. Боинша. И читаем уже два слова вместе. Үлгі бойынша, үлгі бойынша. И третье слово в данной фразе. Сөйлес. Сөйлес. Пробуем произнести букву «ө». Снова нам поможет аналогия с русским языком. Попробуем произнести слово «утес». «Утес». И в слове «утес» после буквы «т» буква «ё» будет звучать как «э». Она ведь не звучит там «утьёс» через «ё». Правда? Она звучит как «э». «Утёс». И вот она используется в казахском языке и звучит как «э». «Э». «Утёс». «Сёй». 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 Попробуйте. Дальше слог «лес». «Лес». Как в русском языке. Просто «лес». Сёй, лес. Написано «е», читаем «е». И никаких гвоздей. Ударение падает на последний слог. Все. Үлгі бойынша сөйлес. Үлгі бойынша сөйлес. Мы с вами научились читать еще одну фразу. Ну, а теперь вопросы. Бұл кім? Бұл кім? Бұл кім? Но вы здесь зададитесь другим вопросом, как же прочитать вот это вот «у» с черточкой. На самом деле все очень просто. Произнесите букву «у», обычную русскую букву «о», а затем ее очень-очень краткую версию «о», как будто бы вы слегка удивились «о», и у вас получится вот этот самый звук, означающий данную букву, вот это вот «у» с черточкой снизу. «О», удивились так слегка, «о», «о», «бу». Все
вы ее научились произносить. Будете читать, 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 и у вас все обязательно отработается. Нет, я не говорю, что читать нужно по 2-3 часа в день. Достаточно 5-10 минут для того, чтобы просто потренировать свою речь. И всего лишь. Погнали дальше. Км вы уже научились читать. Здесь нет ничего сложного. Данная буква мягкая, она смягчает этот слог. И это слово в данном случае, можно сказать, что ее в принципе нет. И мы просто произносим буквы К и буквы М вместе. Км, км, бу, км. Кто это? Бу, км. Кто это? Бу, км. Идем дальше. Бу, ата. Это дедушка. Это дедушка. Бу, ата. Слово бу это мы уже научились произносить. А та произнести очень легко. Лишь напомню. А читается именно как А. Прочитать как О, опа, мы уже не можем. Написано ата, значит ата. Ударение на последний слог. Идем дальше. Бу, эжие. Бу, эжие. Бу, эжие. Вспоминаем, чтобы произнести букву нужно для начала произнести слово мяч. И буква Я нам даст звук эжие, эжие. Ударение на последний слог, на последнюю гласную букву в данном случае. Эжие. Идем дальше. А теперь разбираем слово мугалем. Бу мугалем. Бу мугалем. Сразу же все знатоки французского языка вспомнили, как произносить букву Г или букву Г с черточкой. Ну, мы в школе ее так называли. Как у вас, не знаю. Ну, а для начала вспомним, как у нас произносится вот это вот У с черточкой. Сначала произносим букву О обыкновенную, а затем ее краткую версию. Представим, что буква О это 100%, а вот это вот У с черточкой это 10% ее звучания. И у нас получается звук О. О. Мы так удивляемся, знаете, когда ее произносим. О, О, О. Все, нет ничего сложного. Мо, мо, мо. Даже подбородочек слегка напрягается. Идем дальше. Слог га, га, га. Кстати, кто знаком с украинским языком, а возможно, многие из тех людей, кто живут в России, тоже иногда говорят через букву Г. Я, честно скажу, не знаю, как правильно ее объяснить, как читать. Но это очень легко и просто, если вы просто попробуете сымитировать меня. И у вас получится вот что. Га, га, га. Кстати, можно попробовать сначала произнести ха, а затем более звонко га, га, ха, га, ха, га. Получилось? Думаю, что получилось. Бу мугалям. Га, га, муга, муга, муга. Ну и дальше у нас слог лым, лым, лым. Напомню, что палочку с точкой можно не произносить, она просто будет смягчать данный слог. И у нас получается следующее. Лым, лым, бу мугалям. Идем дальше. Бу, вукуша. О, ку, ш. Даже здесь я поставлю дефис. О, ку, ша. Ничего сложного, все вы уже научились читать, и букву О вы тоже знаете, что нужно произносить как букву О. Букву А мы с вами здесь не имеем права произнести. Получится совсем другое слово, какая-то абракадабра. Лишь соединяем все слоги вместе, и у нас получается У, Ку, Ш. У, Ку, Ш. Лишь напомню, что произносится очень кратко. Лишь намек на то, что она здесь существует. Булокуша. Ну и дальше Бул Юля. Можете подставить свое имя. Бул Вероника, Бул Ирина, Бул Любовь, Бул Сергей, Бул Валерий. Ну, как-то так.
В общем, я была вас рада видеть, рада, что среди множества видео на YouTube-платформе вы выбрали мое и учитесь читать вместе со мной. Ну все, пока, до следующего видео.